Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Не забываем, пожалуйста, ставить лайки, подписаться. Я хотела сказать, что утром, вечером мудрее. Это все, что я в жизни видела, вижу. И все мы видим, что этот мир сходит с ума, как говорят. Правильно? Нет уважения к родителям, нет уважения к старшим, нет уважения к учителям, нет уважения между собой. Это везде. Я вот нахожу, что здесь в России, что за пределы России. Молодежь, наше поколение новое, у них это простой разговорный речь, матершинские слова. Вот. Потом я хотела выразить и высказать и как это свои как мнение, что это мир наш, в котором мы живем, спасет только вера. Вера. Какая вера? Вера к Аллаху. Вера к Аллаху, который, что Он Всевышний создал нас. При условии, что если мы живем в этой религии. Да, сейчас здесь есть, которые смотрят, и они скажут, что да, не знаем вашей религии, не знаем ваших мусульман. Как один этот русский мусульман принял ислам. Он сказал: мама, почему не интересуешься исламом? Она сказала: я вижу, твои мусульмане, вот, узбеки, таджики. А потом он сказал: мама, смотрите на ислам. Что я имею в виду? Что если мы будем жить в исламе, будем соблюдать религию ислам, будем как это впитывать в это исламе, да, в себе впитывать это ислама, религия, что не пускаем пятикратный намаз, это будем держать это месяц Рамадан в год один раз, будем как это помогать это нуждающим, да, закат. Если сможем, поедем хадж, не для показуха. Сейчас они ездят для показуха, что статус, что у них это был, что стало как ходжи. Нет, ради Аллаха. Я это вижу и скажу я, что это мир просто так сам по себе не спасет. Это спасет это мир люди, которые живут в этом мире. Мы, которые живем, видим в окружении, вот, где мы живем, в обществе, что видим, что слышим, что замечаем, что нам нравится, что нам не нравится. Как в русский же есть пословица: нравится, не нравится, как красавица. Да, терпим, но не до такого, что дети, они не уважали родителям, дети не уважали своих учителям, дети как это между собой они общались с матершинскими словами. Такая жизнь ни в каком это религии, это как это не входит. Такой нету. Вот наша религия ислам, кто правильно ее учила, правильно живет, этот человек может правильно объяснить эту религию ислам. Когда я в школе учила, мой папа меня всегда сказал, особенно мне это сказал, что если не учишься в школу хорошо, ты не думай, что тебе будешь какое-то знание получаешь нормально. Это школа, фундамент твоей будущей. Вот. Почему это я еще здесь вспомнила, хотела сказать. Если человек не учил или не учила в школе хорошо, не может получить исламское образование, нормально получить, и не может его объяснить другим. Поэтому, да, кому-то не нравится это мой ролик сейчас, который снимаю, что вы чушь несете, какой ислам, какая религия спасет этот мир. Я еще раз скажу, что это религия ислам, добрая религия. Религия ислам смелая, как говорят, молодая, добрая, современная религия ислам. Смотрите, сколько век прошел смерти нашего пророка, до сих пор религия ислам существует. Она же молодая, современная, правильно? А с чего это взяли, что нет, я какой-то чушь несу? Поэтому, пожалуйста, будьте серьезны. Мы, это мусульмане, я имею в виду, что будем серьезны. Где мы не жили бы, вот это в мире, да? В Европа, в России, в Америке, где бы ни жили бы, мы всегда должны сказать своим детям, что я так говорю своей дочке, где мы не жили, где бы мы не были, мы должны помнить и не забыть нас, что мусульмане,
мы мусульмане, мы должны жить в исламе. Вот. Был случай, что из этого Кавказ, когда война была на Кавказе, да, потом семья уехала в Германию. Мальчик, он как это дружил с мальчиком, потом этот мальчик к себе домой привез и познакомил его с родителями. И родители думали, что он и друг его. А в итоге он говорит, что я хочу на него жениться. Поняли, да, о чем речь? Общество, окружение влияет на воспитание ребенка. Влияет, конечно, влияет. Влияет, потому что ребенок растет в треугольник. Это семья, школа и общество. А вы как думаете? Думаете, что если мы ребенку ничего не объясняем, ничего не говорим, сам по себе что-то поймет? Сам по себе поймет, как я, которая она ищет, учит, читает. Не все же это как это я, допустим, ищет, учит и хочет знать о религии. Я вот искала, да куда поехала и получила, что хотела. Такие дети же может быть, из миллион один это будет, правильно? Из миллион. Как это заболевание есть, из миллион один ребенок болеет какой-то, допустим, болезнь. Также это из миллион один ребенок, как я будет такой, что ищет истину и будет искать в поиске как истины. Такое я еще не встретила. Если встретили, видели, скажите мне, что где встретил такой ребенок, что сам, как я сама с детства всегда сказала, что я буду искать, буду узнать, буду учить, буду узнать этот язык Корана. Почему я Коран читаю, я не понимаю, что я это читаю. Почему я вот такие книги читаю, понимаю это смысл этот, что читаю. А Коран читаю, суру, намаз. Не понимаю, что я читаю. Арабский язык я искала. Как же есть пословица русская, тоже язык до Киева доведет. Искала и нашла, получила. Такие дети же это, еще раз скажу, из миллиона один. Остальные вот это дети, которые они как это не знают, не стараются, как они сами как не хотят, мы должны как напоминать и объяснить им. Потому что они растут, потом они скажут: мама, папа, почему вы знали и нам не сообщили? Это дети, наши дети, это аманат перед Аллахом, наши дети. Мы да работаем, мы как с утра до вечера, как это кто-то работает, папа или мама. Или дома сидим, да? Всегда мы должны как это узнать, это ребенок, где, с кем и чем занимается. И учить основные наши религии ислам. Намаз, пост держать. Самое главное, что боится Аллаха. Что ради Аллаха все, что сделал. Не то, что ради папы, мама. Папа, мама видит, намаз пойду читать. А папа, мама нету. Ладно, потом читаю, собираю все намаз, потом почитаю. Нет. Чтобы Аллаха боялся этот ребенок. Не то, что папа, мама. Что боялся Аллаха всегда, чтобы ты бы ни был, что поклонялся Аллаха. Вот что я хотела сказать, что это наш мир спасет только вера в Аллаха, верит в Аллаха и жить, действовать в ислам. Не то, что по названию, по названию вот мусульмане, нет. Что по действию, по, как говорят, поступки, что мы были и выжили в исламе. Да, это мое обращение, мои слова я имею в виду, и это, как сказать, это мое обращение, мое слово касается моей, как это, мусульманской общины. Моя мусульманская община, я другими верами, я не имею права, их не трогаю. Только мусульмане я обращаюсь, пожалуйста, берегите свои дети, потому что наши дети сейчас они растет в разном как регионе, разным странам мира. Все это, как это, мир сходит с ума, что мусульманское, что не мусульманское. Потому что сами знаем, что интернет, да, интернет, технология, 21 век, но религия, ислам, самая добрая, современная, красивая, как говорят, самая мощная религия. Да, мощная. Знаете, почему мощная? Потому что религия ислам в Коране сообщит, что о пророк мы послали тебе это милости для всего мира. Да? Он милость для всего мира.
es mīļais mира, этот мир спасет наша религия при условии, что если мы будем жить в исламе с действиями, поступками, не со словами,